Коронавирустан қорықмаймын. Просто экономический бүтін кішіне қофаға сола тұрған хөкүметтер тарафынан жіберілген вақиға деп кенә беләм. Нет, не боюсь. Это грипп просто в другой стадии мутирующийся. И от него последствия не такие высокие, потому что смертность не такая высокая. И я не в той зоне риска. Ну да, я на 2 недели не учусь, диплом, все дела. А так, в принципе, ничего страшного в этом я не вижу. Коронавирустан хәзер шундай кипеш бара Казанда. То, что бүтән кибетләрдә ничек әйтергә инде продуктларны алып бетерәләр. Мин укыйм. Безне карантинга ябырга yapмакчы булалар. Мин куркам то, что без экзаменнарны июньләп бирә алмыйчакбыз. Паника, и на меня тоже как бы немножко распространяется. Тем более, когда эти деньги дают, вот это немытыми руками, туалет палубу подраила, короче, и дает тебе денежку. Мелочь. То есть я уже начал искать, где помыть руки. Там не было где помыть в этом туалете. Искал, где там уже, вот, приехал, помыл, все. Брата встречал вот, на ЖД вокзал. Маски не выдали. Ну, я думаю, должны, это же как бы в международной формате этот вирус. Все боятся, в нас страх поселили. А маски не выдают. Сказали, что только для сотрудников. То есть все сотрудники, ну почти все в масках, нам не дали. Хотя общественное место, скопление больше там 50 человек. Митинги запретили в эту, как с Конституцией вот, запретили. Насчет поправок. Скопление больше 50, все запрет, а на вокзале маски не выдают. Хотя Пенинханов закупил. Я пытаюсь как бы не афишировать то, что мне страшно, но я также защищаюсь, ношу маски, мою руки. На мою карьеру это, конечно же, влияет, так как я театрал. Закрывают все театры. Нет, все отбоялись много лет. Нет, не повлияет. Ну, коронавирус, да, безусловно, боюсь, потому что, не хочется умереть так молодо. А последствия, я еще думаю, слишком мала, чтобы осознавать в полной мере, какие они будут. Не будет для меня никакого вируса. И хожу без маски, и все обходится хорошо. Никаких последствий не будет. Все будет хорошо. Что будет, то будет. Так что, только тяжелее жить будет, и все. Цены повышаются, все повышается. Это естественно так. Все. Я сам не боюсь коронавируса и вам не советую. На мою жизнь никак не повлияет. Я думаю, это специально сделал Госдеп, американский Госдеп, для того, чтобы ослабить экономику Китая, а в частности России. Но, к сожалению, они не создали этническое оружие, и коронавирус до сих пор в Америке. Это плохо для них. Поэтому, для нас это хорошо, на самом деле. Потому что у нас все-таки маленькое количество заболевших коронавирусом, а бояться, мне кажется, нет смысла. Это капля в море. Паники у меня нет. А по поводу экономических, я, честно говоря, всех нюансов не знаю, я новости мира не смотрю, но вижу, что цены меняются. Я думаю, это все как всегда, ничего особого не поменяется. Зарплаты остаются те же, в магазинах цены становятся выше. По сути, это пока непонятно, боимся ли мы вообще коронавируса, потому что, на экономику, мне кажется, это влияет. Вот эта вся ситуация, то, что потратят несколько миллиардов долларов на построение больниц. Я не думаю, что он критичен для России, так как нет такой плотности населения. А экономический кризис, наверное, все-таки что-то последствия будут. Нет, я не боюсь его. На мою жизнь повлияет как? То, что если начнут все закрывать, все предприятия, то сидеть без денег как-то не очень-то приятно. Спокойно. А что паниковать и все такое? Что-то соблюдаю. На мою жизнь, я думаю, никак. Да, я боюсь коронавируса, потому что это опасное инфекционное заболевание, распространяемое контактным и капельно-воздушным путем. На мою жизнь повлияло тем, что я отказался от общепита, отказался от посещения массовых мероприятий, а также от рукопожатий. Я думаю, это окажет существенное негативное влияние на экономику как России, так и мира. Но я надеюсь, что ко второй половине года ученые найдут решение данной проблемы.